Как бы не как у обычных людей, начинается день позже, заканчивается тоже позже, 300 миллисекунд. Это большая для киберспорта задержка. Наша организация появилась в январе этого года, получается. До этого мы очень долго думали, где-то год думал, ходил, искал игроков хороших. Думал, взвешивал вообще, потому что эта тема сама по себе рискованная и совсем новая. Мы даже не знали, с чего начать вначале, поэтому решили сконцентрироваться в CSGO, потому что в Якутске есть хорошая база игроков. С этого момента мы 5 февраля переехали в Москву, там арендовали буткемп. Буткемп – это тренировочная база для игроков. Оборудовали ее полностью, провели интернет, свет, там собрали игровую комнату, получается. Собрали все для жилья игроков, и привезли всех, получается. Все по собственной инициативе. Нам сильно помогла республика и именно Федерация компьютерного спорта. И местные игроки тоже всегда поддерживают нас, всегда болеют за нас. Полгода уже играем и достигли определенных результатов хороших. Мы готовились упорно к именно этой лиге ECMAN. И, конечно, мы очень обрадовались этому, но мы даже не думали о победе в этой лиге. Когда играли, когда мы прошли в Advanced, мы уже почувствовали силу. Мы, кстати, до финала не проиграли ни одной карты в плей-оффе. То есть у нас был винстрик, сколько, 13 карт? 13 или 15 карт был винстрик. Старались, победили в итоге. Прилетели в феврале, собрались командой, начали тренироваться. И первый турнир наш был важный, это международный турнир, это, как он назывался, PGL Major Antwerp. Это, можно сказать, как чемпионат мира был. И попасть туда, это уже достижение, очень большое. И на первый же турнир мы прошли в финал, и мы играли игру за выход на мажор против команды Куазар. Если бы мы ее выиграли, мы бы летели на мажор в Бельгию. И не сошлось, не пошло, проиграли Куазаром. Это я про достижения до. После этого мы играли тоже мелкие турниры, но в основном международные турниры это были. Российские турниры там маленькие просто играли, в основном выигрывали российские турниры, всякие кибермоз, московские турниры в основном. После этого у нас была цель это сыграть лигу ECMAN. С этой задачей мы не справились, то есть сыграть лигу и пройти в следующий этап мы должны были. Мы не справились с этим, но мы остались в лиге в ECMAN и упорно тренировались и выиграли 2 лиги подряд. То есть ECMAN выиграли, то есть у нас была задача минимум это пройти в следующий этап, но мы выиграли сам Мейн. Это уже как отличное достижение, можно сказать. У нас есть режим, график, то есть мы встаем к 10, можно к 11 в крайнем случае. Потом идет у нас обед с 11 до 12, личное время для каждого. Умыться, покушать. Потом у нас идет разбор демки. Демка – это запись игры, которая сохраняется на сайте, мы ее качаем. Например, какой-нибудь Na'Vi против FaZe, те же самые, это самая лучшая команда в мире. Мы их качаем, смотрим, разбираем, находим какие-то фишки, придумываем новые раунды и с командой все это обсуждаем. Это у нас с 11 до 12 у нас личное время, завтрак, потом у нас идет разбор с 12 до часа 30, 1,5 часа, либо с 12 до 2. Потом у нас идет опять час перерыв на обед, и потом с 2 часов до 8, примерно до 8 до 9, с перерывом, конечно, на ужин, идут у нас тренировки, то есть называется праки. Мы просто забиваем праки любым командам и играем 30 раундов на одной из карт, которую мы предложили соперникам. То есть это могут любые вообще команды быть, любого уровня. И с ними играем И после этого, после 8 у нас тоже личное время. До часу ночи. И в крайнем случае, до 2 часов ночи. И до 2 часов ночи мы что-нибудь делаем, и в 3 часа мы уже должны спать. До 3 хотя бы. Такое расписание чуть-чуть не как у обычных людей. Начинается день позже, заканчивается тоже позже, потому что в свободное время парни
играют различные лиги персональные, там, Фейсит, допустим, да, и там можно получать рейтинг, получается. И зачастую мы играем с Европой, а у них там разница с нами 2-3 часа, поэтому примерно, когда у них вечер, 11-12 они начинают садиться, допустим. Ну да, это стандартное время. Да, у нас где-то час-два, получается, ночи, где-то так приходится с ними играть. Турниры появляются не по графику, то есть в любое время могут заанонсировать турнир, и мы смотрим, добавляем в календарь, и в этот день мы можем уделить время только турниру. Например, сыграть одну тренировку, перед турниром размяться и посвятить время турниру, потому что турнир, как обычно, он проходит очень долго. То есть вы играете много игр подряд, по 6, по 5, по 7 игр, чтобы пройти хотя бы закрытые квалификации. У нас есть второй состав, не анонсированный, второй состав, который я здесь собрал в Якутске. Тоже парни все молодые, все с Якутска. Туда можно попасть, конечно. Мне многие пишут в личку, да? Я, так сказать, сильно не знаю, конечно, хорошо цену, потому что я сам в КС раньше особо не играл, получается, профессионально, да? И просто люди мне пишут, кого я знаю, я примерно собрал хороший состав, и вот они где-то неделю тренировались и выиграли недавно турнир азиатский турнир, обыграли по мере прохождения турнира команды из Монголии, Китая, Пакистана, что ли? Вроде бы так. Что-то такое, да. Кстати, до этого никто, даже на Дальнем Востоке, в Сибири, ни одна, можно сказать, СНГ команда не выиграла азиатский кэшкап. А пацаны собрались за день и выиграли кэшкап. Это впервые за сколько? За полгода или сколько кэшкапы идут. Также мы хотим собирать молодежный состав, детский, получается. Это с 16 лет. И также мы хотим открыть лигу, свой хаб, и, получается, сюда пригласить всех игроков, и оттуда уже смотреть, кто как играет, тестировать. Я люблю поиграть в доту с пацанами. Просто поиграли, у вас личное время, а выходить из дома не хочется после того, как потренировать. Уже весь перегорел, можно сказать, за день. Заходишь в доту и с пацанами просто играешь, расслабляешься. Я сам не играю особо. Вообще я играю в Counter-Strike лет с 13, с 12. Родители сначала плохо относились, конечно, прям категорически. Я помню, в году 2014, в 14 лет, 4 года назад, ходил на ланы в Якутске, то есть, это лан, это где собираются, сильные игроки, можно сказать, в регионе, в компьютерном клубе, и играют оттуда, то есть с минимальной задержкой, у всех равные условия, все играют на компьютерах клуба. Я приходил на ланы, мне 14 лет, а там ланы обычно где-то с 12 дня или с 11 дня до 3 часов ночи могут идти, до 4, смотря сколько команд. И я помню, выходил в финалы, в полуфиналы, и мама просто звонит мне и говорит: Дима, домой нужно ехать. Я в 3 часа ночи просто все собирал, меня заменяли, и я уезжал просто с ланов. Так лет до 16 было. Потом родители мне дали свободу, поняли, что это дело, которое мне нравится, от которого я, получаю удовольствие. И еще можно деньги на этом зарабатывать. Как родители это поняли, они дали мне полностью свободу. И даже я, не доучившись в 11 классе, я прямо посередине 11 класса улетел в Москву. В итоге доучился, ЕГЭ сдал. У меня родители хорошо относятся. Планы у нас такие, что за следующие 2 сезона, где-то это полгода следующие, мы постараемся выйти в следующую лигу. Это получается, например, мы играли ESEA Main, сейчас мы вышли в ESEA Advanced. С ESEA Main выходит в ESEA Advanced 16 команд, да, насколько я понял? 16 команд. А с ESEA Advanced выходит ESL Challenger. Выходит всего 2 команды, получается. Из около 100 команд выходит только 2 команды. Мы постараемся войти в эту двойку. Сейчас вроде, так посмотреть по командам, если посмотреть, вроде
пореже стало, там полегче стало. Вроде бы сейчас команды коллектива не настолько сильные, чтобы было прям без шансов. Поэтому постараемся войти вот за эти 2 следующих сезона в ESL Challenger. А там уже есть ESL Pro League. Там уже будем играть с Нави, со всеми крутыми командами. Вот пока что так. Так, в дальнейшем еще что у нас? SKL Challenger будем играть. Ну, мы, наверное, его выиграем. То же самое сделаем. Так, что еще? Просто развиваться нужно Ну, во всех планах. дальше играем. Мы же всего полгода вместе играем. По факту, если еще полгодика поиграть, то можно полностью синергию поймать, получается, друг друга. То есть это как в футболе, да, бывает, что ты чувствуешь игрока, чувствуешь, насколько быстро он бежит, получается, да, как нужно подать ему, чтобы он принял и забил, получается. Ну, то есть это надо наигрывать. Вот. Мы сейчас дальше будем продолжать наигрывать это все. Ну и участвовать в турнирах. С Advanced очень много турниров будет у нас. Я надеюсь, нас будут инвайтить, получается, уже приглашения раздавать на турниры. И мы там покажем себя. Мы хотим получить HLTV рейтинг, ну, минимум 70. Потому что мы сейчас где-то на этот уровень играем. Вот так-то. Также будет 15 августа стартует открытая квалификация к чемпионату мира. Мы туда тоже зайдем. Будет 4 квалификации. Постараемся пройти через Европу на чемпионат мира. Это вот у нас основная цель на август Да, будет. пока что так.